Вообще, тюрки — чудесный народ, арабы про них говорили. Тюрк подобен жемчужине. Пока жемчужина в раковине лежит на дне моря, она не имеет никакой ценности. Но стоит извлечь ее оттуда, и она засияет невиданным блеском. Ну, а какое это к ним имеет отношение? Такое, что даже группа тюрков оказывается в другой стране с гениальным талантом организации всего и вся. Они тут же организуют, объединяют местные племена, становятся правящей верхушкой. Вот. Куда бы ни приходили. Они придумали классный способ управления. Свою державу они назвали Вечный Эль. Эль-Иль. Как тюрки стали сильны? Они действительно были хорошими плавильщиками и создали латную кавалерию. Если у гуннов, помните, была легкая конница, тюрки сделали, можно сказать, танки. А сырье-то они где брали? На Алтае руда. А. У нас до сих пор там железо добывают. Ага. Причем выплавляли сталь высочайшего качества. В доменных печах такую не сделать. Только электрические печи позволяют делать 90-89% железа в сплаве. Полные доспехи с головы до ног. Лошади все в железе. 4-метровые окованные железом копья. Эти 20 тысяч таких рыцарей разгоняется и сметает все. В степи им не было равных. Но персидские, византийские, китайские стены для такой конницы были недолибой преградой. Война с Персией окончилась неудачно. Тогда тюрки ударили на Кавказ. Там жили их враги авары. Сокрушили аваров и вышли на пролив Босфор.